Добрый день, уважаемые абитуриенты! Приветствую вас на онлайн-консультации по географии. Прежде чем обсудить основные моменты самих вступительных испытаний, хотел вас предупредить о том, что у каждого из вас есть личный кабинет, где есть вся информация по времени, по расписанию и по, скажем так, основным моментам касательно вступительных испытаний. Непосредственно, перед самим началом экзамена на вашу почту должны прийти логин и пароль для входа в систему. То есть это логин и пароль, конечно, будет отличаться от того, что у вас есть логин и пароль в личный кабинет. Поэтому имейте в виду, что эти логин и пароль вам даются один раз и для сдачи всех испытательных экзаменов. Поэтому имейте это в виду. Если по каким-то причинам на вашу почту этот логин и пароль не пришел, то, соответственно, смотрите вкладку спама. Возможно, эта информация по логину и паролю будет там. Хочу еще раз напомнить вам о том, что на вступительное испытание дается всего лишь одна попытка. И, соответственно, для того, чтобы начать тестирование именно в онлайн формате, вам необходимо нажать кнопку в правом углу «Начать тестирование», и с этого времени у вас начинается отчет времени, который у нас, то есть на испытание по экзамену, вступительное испытание по экзамену дается 1 час. Это где-то примерно на каждый вопрос по 2 минуты. Вот из этого расчета и, соответственно, будет определяться расчет времени. Так, что же касательно самого экзамена, то в отличие от прошлого года мы в этом году разделили на 5 основных крупных блоков. Первый блок – это, соответственно, задание касательно истории географических открытий. Второй блок – это географические особенности Земли или география Земли. Третий блок – это география России. Четвертый блок темы – это география мира. И, соответственно, завершающий блок, или, скажем, пятый блок – это общая социальная и, экономическая география. Касательно каждого из них, по первому блоку, то есть по блоку истории географических открытий, здесь вам будет, высвечиваться каждый раз задание с 4 вариантами ответов, из которых только один правильный. Во всех тестовых заданиях именно предусматривается такая система. 4 варианта ответа, один из которых правильный. Здесь в основном уделено внимание географии открытий, то есть истории географии открытий. Поэтому здесь, скажем, наиболее такие яркие моменты из истории географических открытий. Второй вопрос – это, географические особенности Земли. Здесь возможны вопросы, касательно геологической особенности, климатических особенностей, то есть по атмосфере, по гидросфере, по биосфере. В принципе, все то, что касается именно физической составляющей. То есть это частично такая физическая география. Далее, третий блок – это у нас география России. В разделе географии России рассматривается блок вопросов касательно и экономической, и физической географии, касательно только географии России. Далее, четвертый блок – это география мира.
где тоже распределяются вопросы и физической, и экономической, и географии, но уже в мировом формате. Ну и, соответственно, пятый блок – это общая, значит, социальная и экономическая география, где в основном упор сделан на не, скажем, конкретику к территории, а именно особенности касательно вот общих вопросов, общих теоретических вопросов социальной и экономической географии. В принципе, для подготовки и для, скажем таки, настроя на решение данного типа задач вы можете пролистать демоверсии ОГЭ и ЕГЭ. Здесь в таком же в кратком варианте у нас есть определенная схожесть с ОГЭ и ЕГЭ. И, конечно же, есть необходимость посмотреть перед вступительными экзаменами на карты атласы, потому что привязка к территории, знание номенклатуры – это в географии основное, поэтому вот два момента, на которые стоит обратить внимание. Это демоверсия ОГЭ, ЕГЭ и, соответственно, карты атласа. По всем вопросам или при, скажем, возникновении проблем вы можете, скажем, писать на мою электронную почту в день, значит, основных экзаменов. Я буду на телефоне и, соответственно, отвечать на письма, которые придут от вас. Значит, адрес моей электронной почты – это gatinym@mail.ru или же телефон или WhatsApp номер 8 986 965 97 59. Так что желаю вам успехов. До свидания.